Селям алейкум, дорогие телезрители. Сегодня, как всегда, вечером по средам в эфире АТР программа «Крымский вопрос». Сегодня у нас в гостях министр образования и науки Украины госпожа Лилия Гриневич. Доброго вечора. Селям алейкум вам. Ви ще не знаєте ніяких слов по-кримсько-татарськи? Треба вчити. Я вважаю, що це якраз хороша ціль для самоосвіти. І я дуже рада бути у вас в ефірі. Я знаю, что, во-первых, вы сразу согласились прийти, и вы недавно министр. И одна из тем, которой вы занимаетесь с самого начала, это в том числе тема крымских ребят, студентов, которые должны сейчас, вот кампания начинается вступительная. Я много читал всяких информационных сообщений, но они разрозненные, то приняли, это приняли. А во-вторых, я-то журналист, но наши зрители в Крыму, они не обязаны это все читать, поэтому тот прекрасный момент, когда люди могут услышать из первых уст, из уст министра поэтапно, что сделано и что сейчас, какая сейчас ситуация с крымскими выпускниками школ и так далее. Перш за все, я хочу сказати, що я твердо переконана, що для того, щоб ми могли реінтегрувати Крим в Україну, а Крим – це частина України, нам потрібно зробити так, щоб діти в Криму мали шанс отримати українську освіту. Причому хорошу українську освіту. І в зв'язку з тим треба розширити для них доступ до цієї української освіти. До цього часу кримчани мали вступати фактично за результатами зовнішнього незалежного оцінювання. Вони могли підтвердити свої знання і отримати атестат про загальну середню освіту, навчаючись екстерном в українських школах. Все це було оголошено, але ми зіткнулися з однією перепоною, а саме додаткова сесія, яка була передбачена для них, накладалася на складання ЕГЭ. ЕГЭ российских. Российские. И понятно, что это очень трудно было объединить выпускникам. И мы пошли навстречу запросу Мустафы Джемилева, народного депутата, для того, чтобы организовать для крымчан дополнительную сессию, которая будет уже после сдачи последнего экзамена ЕГЭ. То есть, если кто-то не успел что-то сдать, да, он должен обратиться сейчас к нашим центрам оценивания. И вся информация есть на сайте Министерства образования и науки. И зарегистрироваться на дополнительную сессию. Это специальная сессия, которая создана именно для крымчан. Она будет происходить с 2 по 9 июня. И они именно в этот июля. Спасибо большое. Да, с 2 по 9 июля. Именно в это время они смогут сдавать внешнее независимое оценивание в Украине. Но зарегистрироваться надо до 28 июня. То есть сказать о том, что... ты хочешь. Да. Что ты там не успел приехать, но ты приедешь на дополнительную сессию. Но есть еще одна возможность, которую мы предусмотрели. Еще когда я возглавляла комитет по вопросам образования и науки в Верховном Совете Украины, в Верховной Раде, тогда мы внесли закон, именно который восполняет права крымчан в такой сложной ситуации, когда дети уже де-факто обучаются 2 года в российской школе. по другой программе. По совершенно другой программе. Они не изучают вот это... Историю Украины. Историю Украины, украинского языка, украинской литературы. И, конечно же, они в неравных условиях по сравнению с нашими украинскими выпускниками по подготовке к внешнему независимому оцениванию. Это довольно серьезное оценивание, оно достаточно жесткое, да. Очень много вопросов и так далее. То есть просто это так, без подготовки, это да, сложно действительно сдать. так. И поэтому мы впервые предусмотрели еще одну возможность вступать по вступительным экзаменам. Без ЗНО. Без внешней, да, без ЗНО, но при этом это будет ограниченное число наших университетов. Мы думаем, что это будет 10 университетов. Уже на следующей неделе будет предоставлен список этих университетов. Это университеты в разных городах Украины. Это университеты, которые будут покрывать весь спектр специальностей. И при этих университетах будут работать центры, которые мы называем образовательные центры Крым-Украина. Что делают эти центры? Очень интересно.
Да. Во-первых, вы приезжаете в такой центр и в этот центр можете подать свою образовательную декларацию, освітня декларация. Поскольку мы не можем принимать на основании российских аттестатов, и для нас надо вот сдать все же этот украинский компонент по украинскому языку и по истории Украины, по языку. поскольку вы должны все же доказать, что вы можете обучаться на украинском языке в украинском университете. И вы сдаете, вот подаете эту декларацию с вашими отметками оттуда. И в нашем аттестате мы напишем по этим отметкам просто «аттестован». Надо будет сдать компонент «Украинский язык и история Украины», там же в этом образовательном центре. И кроме того, надо сдать вступительный экзамен в зависимости от специальности, на которую вы если поступаете. человек идет на врача, значит, это там химия, не знаю, Конечно, биология, конечно. если на другие специальности. Это все будет оглашено на сайтах этих университетов. Они скажут, по каким специальностям, какие будут вступительные экзамены. Что очень важно, если вы захотите потом подтвердить именно украинский аттестат со всеми оценками, вы сможете в течение года спокойно сдать все ЗНО. предметы. Нет, это не ЗНО, это просто государственная аттестация в виде экзамена школьного и получить еще полноценный украинский аттестат. Есть еще одна вещь, которую мы предусмотрели. Мы понимаем, что многие абитуриенты не смогут приехать с украинским паспортом. Да, это же вот люди, которые паспорт получили, то да, уже не это имели очень возможности важно. получить там украинский Да. паспорт. Поэтому мы приглашаем и без украинского паспорта, но надо иметь с собой свидетельство о рождении. И если это неполнолетний еще абитуриент, а такое возможно, да, им нет 18 лет, его заявление о вступлении должно быть заверено кем-то с родителей или другим человеком, который подожди, несет где опеку. заверено? Российский нотариат, вы же крымский нотариус, их документы не признаете или как? Я думаю, что, наверное, оно должно быть заверено все же тут, в Украине. Хороший вопрос. Это детали. И хочу вам сказать, что юридические аспекты этих всех вопросов, они будут выписаны на сайте Министерства образования. Мы делаем специальную такую дорожную карту, которая бы по простой схеме показала, каким образом двигаться, что вы должны предусмотреть. Шаг за шагом. Да, вот такая дорожна карта, от 7 кроків для отримання українського атестату та вступу до вищих навчальних закладів, она уже есть на сайте министерства, но она пока предусматривает только вступление через внешнее независимое тестирование, то есть ЗНО. А вот будет еще одна дополнена, буквально, я думаю, к концу этой недели. И там будет уже вот этот новый механизм прописан через вступительные экзамены, о которых вы говорили. Я хочу к зрителям обратиться, сказать, что, во-первых, заходите на сайт, все люди грамотные, учить пользоваться интернетом, наверное, уже никого не надо. Но, кроме того, на экране вы нашем видите телефоны, горячие линии Министерства образования и науки и Херсонского центра тоже, который этим занимается. Также вот на сайте, видимо, это в новостях будет, но на сайте вы все выложите список 10 вузов вот этих, которые будут по особой программе принимать даже без паспортов украинских и без ЗНО. И там вся эта технология есть и будет описана, вернее. Я, правда, считаю, что вы немного припоздали все-таки, нет? Я можу відреагувати тільки так. Мабуть, це треба було робити вже й минулого року. Ну вот, осталось времени-то, до июня. Справа в тому, що закон ми написали значно раніше. Але це велика бюрократична і складна машина, тому що цей закон треба було провести і ухвалити через парламент. І я рада, що мені вдалося це зробити. А тепер, як тільки я стала міністром, я одразу почала цей закон буквально в той день, коли президент його підписав, одразу ж реалізовувати відповідно в умовах прийому і всьому решту, тому що все це є документи, які пов'язані з вступом, є дуже серйозними і вони проходять цілу низку погоджень. Я рада, що нам вдалося цей шлях пройти.
І ми цю додаткову дорогу для випускників з Криму в доступі до української освіти проклали. То есть фактически вы готовили этот закон, Так. по которому вы сейчас и работаете? То Ну, есть так вы склалося. себе Там у парламенті закони ми написали його самі. зробили, а зараз реалізуємо. І добре, що є ця можливість. Ми не можемо зараз прогнозувати, скільки в нас буде випускників. Можливо, цього року їх буде менше через те, що так пізно ми оголосили про цю можливість. Але це будуть все-таки перші ластівки. І ми, якщо цей механізм буде працювати, будемо його далі продовжувати аплікувати і наступного року. Тому що діти, які будуть випускниками наступного року, ми не знаємо, що наступний рік нам готує. Ми всі очікуємо повернення Криму. Тому що незаконна анексія Криму, в принципі, порушує весь міжнародний порядок. І це розуміють всі провідні країни світу. Ця ситуація – це як така болячка на взагалі тілі міжнародного права і чергова гаряча точка величезних порушень в сфері міжнародного права. І незважаючи на це, скільки нам доведеться ще бути в подібній несправедливій ситуації, ми маємо дати можливість кримчанам здобути освіту в То есть Україні. вы говорите о том, что Украина, для Украины Крым – это Украина, и для мирового сообщества Крым – это Украина, но тогда, наверное, логично, чтобы украинская любая структура, любое министерство и правительство относилось к крымчанам как де-факто сейчас жителям Украины. Надо, чтобы давало им все возможности для образования, так ведь? Например, для образования. Ну вот, относительно образования я просто уверена, потому что это молодые люди, в которых как раз формируется их мировоззрение. В которых русский мир, это так называемый, Конечно, не сидит. но сейчас им уже насаждают этот русский Надо мир. спасать, и это ваша миссия, Лилия, спасать конечно, их от обучение в российской школе с разными совершенно извращенными фактами истории, с этим потоком лжи. Конечно, нам надо вырывать оттуда детей и давать возможность, ну, во всяком случае, тем, кто хотят, обязательно иметь возможность получить образование. Больше того, я хочу подчеркнуть, что мы предусматриваем квоты для крымчан. То есть, если они докажут, что они проходят вот этот барьер, ну, на вступительных экзаменах они должны доказать, что они, если... Но это барьер невысокий. Это невысокий барьер, но, конечно, за каждой специальностью вы должны иметь какой-то базовый уровень подготовки. Но если они доказывают этот базовый уровень подготовки, мы предусматриваем для них бюджетное место, обучение, и они смогут обучаться за деньги украинского государства. И об этом был как раз закон. Угу. Ведь ситуация какова? Они сейчас де юре граждане Российской Федерации. Но вы же не признаем уже это гражданство. Но это же мы этого не признаем. Да. Конечно, это навязанное гражданство. И именно этот закон – это ответ, что мы воспринимаем их как граждан Украины и будем для них давать бесплатное обучение, как и гражданам Украины. Это очень важная вещь, потому что, ну, смотрите, есть материальная сторона вопроса и сторона вопроса, связанная с поступлением. Но вот так, если начать разбираться, я просто знаю ситуацию там, человек, школьник, который едет сюда учиться в Украину, на самом деле это мини-герой. Там есть случаи, когда доносы пишут, что вот он собирается поступать. Это фактически бандеровец, фашист. Это человек, который едет просто учиться. То есть он уже рискует. И то, что, я надеюсь, все эти преференции будут работать, это не преференции, там, чтобы вот другие, которые украинцы нас смотрят, что вот им льготные какие-то условия создают и так далее. Во-первых, не льготные, как вы сказали, все равно все сдавать придется. Но кроме того, что они не могут ЗНО сдать, потому что они по другим программам учатся и так далее. То есть никаких тут блата нет, конечно. А потом вот в такой ситуации, в которой оказались там люди, это настоящий герой. Это человек, выезжающий сюда учиться, это патриот Украины раз, во-первых. Во-первых, да. Во-вторых, будущие специалисты и так далее, и так далее. И вырванные вами из этого русского мира, обучение в котором, конечно, идеологически страшно зашорено. Да, вы правы, и я совершенно согласна, что это очень важная часть вообще работы для Украины сейчас с теми людьми, которые остались в Крыму. И если мы не будем делать эту работу,
потом можно только себя винить. И мне кажется, что политика государства, которая была в предыдущие годы, была совершенно недостаточна по отношению к Крыму как части Украины. И нам нужна вот эта интеграция идентичностей, когда мы разные, но для нас наша страна Украина. И, конечно, здесь есть вопросы ценностей, это очень важные вопросы. Как раз Майдан привлек внимание к базовому отличию, например, граждан Украины и большинства, я не говорю всех, но большинства граждан России. То есть, и, наверное, нас сейчас с многими людьми в Крыму объединяют вот именно это различие в ценностях. Я говорю о тех гражданах Украины, которые сейчас живут в Крыму не по своей воле, а по воле вот таких диких исторических обстоятельств. И что это? Это когда человек не может жить под прессингом тотального контроля. Когда человек, коли людина прагне свободи, коли людина має почуття власної гідності і вважає, що яка б не була влада, вона повинна шанувати це почуття власної гідності. Коли людина має право на свободу думки і свободу слова. І я переконана, що багатьох кримчан, які жили в Україні, хай в Україні, можливо, бідніші, і нам дуже багато треба ще працювати для покращення економічно-фінансової ситуації в Україні, яка теж може привабити наших співгромадян, які знаходяться зараз на анексованій території. Але тут є питання, що багато з них вже сьогодні відчувають, що таке пресінг тоталітарної державної машини. Ну, почувствовали за 2 роки. Звичайно. Якщо ми дивимося ті репресії по відношенню до кримських татар, які абсолютно обурливі, які відбуваються на території Криму. І зараз ми переслідуємо 2 мети. По-перше, дати можливість цим дітям, молодому поколінню, виїхати з Криму. Тому що можливість навчання в Україні – це для них також і можливість виїхати. Тому що ми розуміємо, що не всі мають навіть матеріальну можливість влаштуватися, переїхати в інше місто. Для студента, для молоді вона є більш мобільна. І от тому це важливо саме на цьому етапі їхнього життя дати їм такий шанс. Ну, а друга мета – це та, про яку я вже вам говорила на початку. Ми повинні розуміти, яким чином ми будемо реінтегрувати Крим. Якщо в нас не буде політики в сенсі втягування молоді, тому що саме ця молодь, яка тут здобуде освіту і буде основним промотором такої реінтеграції. Разумеется. Но вы говорите про бесплатное образование, а жить где люди будут? Вот приедет один парень оттуда, одна девушка. Есть где поселить в этих университетах? Безкоштовне навчання, воно включає, звичайно, стипендію, і нам треба буде вирішити ще питання гуртожитків і проживання. Я думаю, що ці питання можна буде вирішити. Все залежить від кількості кримчан, які приїдуть на навчання. А нет оценок ще, Лілія, ніяких? Ви знаєте, нам дуже складно їх провести. Більше того, я вам хочу сказати, що... Зареєструють на сайті же можна зареєструватися? У нас навіть ті люди, які реєструють, вони будуть реєструватися, і ми побачимо ті, хто реєструється в цих освітніх центрах. У нас, наприклад, на реєстрації на зовнішнє незалежне оцінювання, де вони складають зовнішнє незалежне оцінювання, ми не можемо ідентифікувати всіх кримчан. А чому? З дуже простої причини. Тому що ті, хто реєструється на ЗНО, вони знаходяться на навчанні екстернатом, прикріплені до української школи. Он як би в Україні учиться в континентальному. І ми вирішили не вимагати від них це робити. Це були такі напружені консультації, але розуміючи ці репресії і роботу різноманітних спецслужб, які хочуть придушити це бажання їхати в Україну, ми розуміємо, що будь-яка інформація, яка може бути де-небудь виявлена чи візуалізована про людину з Криму,
яка хоче виїхати на навчання в Україну, може потім бути використана для того, щоб їй не дати можливість це Конечно, зробити. тем более же, понимаете, армия, военкоматы, российская власть не церемонится ни с кем. Крымские татары вообще не хотят там нигде служить. Они хотят уезжать учиться. Вот, а как будет, ну, скажем так, вы не спец по безопасности, но как вот минимизировать вот эти риски, чтобы на этапе поступления хотя бы не знали, что происходит? Це конфіденційна інформація, ми її нікуди не даємо. Ми її не запитували при зовнішньому незалежному оцінюванні. І навіть коли до мене зараз ставлять питання журналісти, а скільки? Я кажу, ми не знаємо. Ми не знаємо, ми справді не знаємо скільки. І я не можу оцінити зараз масштабів в зв'язку з тим, що ця додаткова сесія оголошена тепер, так, по ЗНО. І тепер я щойно оголошую можливість за вступними іспитами. Давайте ми дамо можливість прокласти цю дорогу тим, хто зважиться і буде їхати. Про ніякі цифри ми не заявляємо, а інформація про вступників, які подадуться до цих освітніх центрів Крим, Україна на базі 10 університетів, буде конфіденційною. Ну, это важно на самом деле для всех, кто сейчас думает. Конечно, нужно ехать учиться в Украину, потому что Украина – это окно в Европу, это окно к другому образованию, здесь обмены. Ну, просто я приведу пример, что здесь практически каждый вуз нормальный, он имеет связи с Европой. Це правда, Есть багато возможность, програм, темпус, різноманітних Erasmus+. Україна зараз долучилася після асоціації з Європейським Союзом до багатьох європейських проєктів, пов'язаних з вищою освітою. У нас є також університетські програми подвійних дипломів, але в першу чергу треба вступити на омріяну спеціальність на бакалавра, і далі завжди можна роздивитися. Одразу скажу, що ті 10 університетів, які ми включаємо в цю програму, це університети, які, по-перше, беруть на себе обов'язок уважно ставитися до кримчан, бо на їхній базі будуть відкриті ці освітні центри Україна-Крим. Далі, це університети, які мають хорошу якість освіти. Тобто це не університети, де в нас є сумнівна якість освіти. Тому що ми хочемо... То есть это важный вопрос, не абы какие там, да? Так. Ми, обираючи ці 10 університетів, базувались на тому, що освітні програми в цих університетах справді хороші. Це хороші умови навчання і хороші університети. Хотелось бы затронуть вопрос об университете ТНУ, Таврический национальный университет имени Вернадского, который университет-беженец, наверное, единственный на территории Европы. Университет беженец, я знаком хорошо, да и вы знакомы с Владимиром Казариным, ректором, который, ну, он вообще такое светило в области филологии, очень уважаемый человек, он переехал в Киев, как мы знаем, он собрал команду из преподавателей, и они фактически, я знаю, вы им помогали еще, когда были в Верховной Раде, фактически создан на волонтерских началах такой университет, возрожден здесь, да, на время, пока Крым не находится де-факто в составе Украины. Сейчас я просто с ним разговаривал, и он говорит, что мы готовы, уже полностью готовы ко всему, но проблема одна есть, вообще нет ни копейки денег университета до сих пор. А 11 июля наступает уже кампания вступительная. Ну, как-то, мне кажется, надо эту проблему решить, потому что это единственный вуз. Раньше же Украина, извините, содержала все вузы, все учебные заведения в Крыму, а сейчас на единственный вуз, который возрождается здесь, в Киеве, почему-то нет денег. Как так получилось? Так, це величезна проблема, і ми якраз розмовляли сьогодні з цього приводу з Вадимом Олеговичем Чернишом, міністром з питань, новий міністр теж, вместе з вами окупованих територій. Так, і він теж активно працює в цьому напрямку. І, зокрема, велася дискусія з міністром фінансів, тому що насправді в Таврійського університету є кошти на рахунку, але ці кошти заморожені. Це є ще залишки коштів. І зараз, тобто є і така частина питання, і ми повинні добитися розблокування цих коштів. Це є важкі проблеми взаємовідносин взагалі з Кримом, так, як з анексованою територією. Справді складно, тому що у бюджеті
2016 року не було передбачено для Фінансування цього університету. університету коштів. І зараз передбачити таку нову бюджетну програму практично неможливо. Але все одно ми маємо знайти шляхи, принаймні на фінансування з початку навчального року. І було б дуже добре, і ми дуже сподіваємося, що нам би вдалося, щоб Таврійський університет також був одним з тих університетів, який може приймати кримчан. Ну, як би це підрозумівається, так, наверное. це політично важливо, але для цього там повинні бути відповідно весь викладацький склад. Ми маємо відкрити там певну частину саме набору на ті спеціальності, де в нас дуже сильний склад, зокрема гуманітарні спеціальності, тому що зрозуміло, що такі факультети, які потребують великого обладнання і лабораторної бази, неможливо так швидко створити. Ну так это, ну, конечно, это на пустом месте. Университет переехал же не со зданием, не с лабораториями, там переехал прежде всего с мозгами преподавателей. Так. І зараз важливо, щоб ми вибудували в правильному руслі роботу університету, що в першу чергу за якими спеціальностями університет може здійснювати набір абітурієнтів, набір студентів. І очевидно, що наша мета, щоб з 1 вересня такий набір почався. Ну, Навчання таких студентів розпочалося. Я понимаю, что вы не так давно на посту министра, но как бы вы совсем в теме. И, ну, не может быть такого, чтобы этот учебный год начался без Таврического национального университета. Звичайно, але я зараз не готова вам сказати, який спектр спеціальностей може бути в цьому університеті з 1 вересня. Ну, понятно, это уже в детали не будем Так. вдаваться, это вы решаете, у вас есть программы, есть требования к университету и так далее. Но то, что люди сами создали универ, фактически... Звичайно, це да. подвиг. Подвиг настоящий, да? І абсолютно це можна класифікувати як подвиг. Помогите людям совершить подвиг до конца, пожалуйста. Вместе Так, с Чернышом, ми це розуміємо. І з с міністром премьер-министром, фінансів. с министром финансов. Ну, вы как-то вместе соберитесь по этому вопросу, пожалуйста. Потому Звичайно. что это важно. Просто, я скажу так, ну, гипотетически можно, наверное, без любого вуза обойтись, да? Но это такой очень важный знак для Без сумніву. жителей. Ми це розуміємо, що це справді дуже важливий сигнал політичний. Це раз. А по-друге, я хочу сказати, що там зібрався чудовий колектив неймовірних людей. Да. І таких людей потрібно цінувати. І зараз поки що вони все роблять лише на власному ентузіазмі. І мені це дуже боляче і прикро говорити як міністру, але поки що от за цей короткий час, коли новий уряд, питання фінансування не вдалося врегулювати. І ясно, що будемо працювати над цим. Ну, наверное, у вас много дел, но все-таки я вас прошу, потому что Крым – это особая территория, и вы сама всю передачу рассказывали о том, насколько это важно, и это было бы важным делом. Я не учился в ТНУ, но я знаю, как относятся крымчане. И крымские татары, и любые другие крымчане относятся к ТНУ как к своему альма-матер, которую заканчивали на протяжении 20 многих лет. И это для них не пустой звук, так же, как для них не пустой звук и профессор Казарин. И я уверен, что а обязательно все-таки, я считаю, правительство Украины найдет, которое ранее финансировало весь Крым, найдет на один университет для его старта деньги. И пройдет кампания вступительная. И все-таки это будет витрина такая, которая в том числе, ну, мне кажется, не в том числе, а может быть одно из главных, что покажет жителям Крыма, особенно молодым, путь настоящую Украину, в новую Украину и в новую Европу. Ви ж європейський міністр образування. Я дуже сподіваюся, принаймні ми прагнемо цього. Ми визначилися, по-моєму, вже з цілями, куди ми йдемо як країна. І за це заплачено дуже багато людських життів. Починаючи з тих, які були на Майдані, і тих, які продовжують зараз в 21 столітті в центрі Європи віддавати життя за незалежність країни. Тому ціна надто дорога. І я думаю, що якщо ти в першу чергу не проукраїнський і проєвропейський міністр, тобі нічого робити на цій посаді. Тому я гадаю, що якщо вже є ця доля і випав цей короткий проміжок життя бути в уряді, то ми будемо все робити саме для того, щоб наші діти, і кримські діти є нашими дітьми, мали можливість отримати хорошу освіту в Україні і почувати себе повноцінними європейцями. Дякую вам.
С нами была министр образования и науки Украины Лилия Гриневич. До встречи в следующую среду вечером. Спасибо большое вам, пани Лилия. Всего вам доброго. Дякую.